Буквально несколько роликов назад я жестко раскритиковал председателя парламента Дагестана Хизри Шахсаидова за то, что в момент, когда Дагестан переживал коронавирусный кризис, Шахсаидов обратился к Путину с требованием поскорее провести поправки в Конституцию, поскольку народ в них нуждается. И я в своем ролике сказал, что это абсолютное дно, и человек после такого должен покинуть свою должность. Но я немного ошибся, потому что со дна постучались. В Осетии провели конный пробег в честь того, что народ России, народ Осетии поддержал поправки в Конституцию. Согласно официальной статистике, около 83% людей поддержали поправки в Конституцию, которые обнуляют срок Владимира Путина и позволяют ему вновь баллотироваться на должность президента, и 16% проголосовало против. 82% это более 350 тысяч людей в Осетии проголосовали за эти поправки. Все мы видели эти переносные места для голосования. Это избирательными участками язык не повернется назвать. Все мы прекрасно видели, сколько людей туда шло. Интернет-издание «Градус.Про» опубликовало свое наблюдение, где они на участке, в котором по официальным данным проголосовало около 2000 человек, за 6 часов насчитали только 6 человек. Всем очевидно, никто эти поправки в Конституцию не поддерживал. Население Осетии, как и всей России, просто массово проигнорировало это событие, поскольку все понимают, это абсолютный фарс. В Осетии есть еще и власти, которые пытались отчитаться перед федеральными властями о том, что мы тут обеспечили явку и выборы, и вот еще народ празднует, но вот народ так поддерживает эту конституцию, что люди вышли с конным пробегом. Но знаете, что самое интересное? 20 июня было столетие геноцида остинского народа. Мы небольшой группой попытались провести хоть какую-то акцию, чтобы не показалось, что на севере Осетии про это просто забыли. И тогда никто никаких конных пробегов не организовывал. Власти Осетии просто проигнорировали это событие. Да, глава Вячеслав Зелимханович Битаров написал небольшой постик в своем инстаграме. Но не было ни видеообращения, не было ни какой-то акции, которая поддержала бы администрация главы. Не было сделано ничего. Этого события будто бы не произошло. А вот поправки в Конституцию, которые, на мой взгляд, абсолютно позорные, они решили отметить конным пробегом. То есть для них национальная трагедия гораздо менее важна, чем отчитаться перед начальством в Москве. Вы и так сделали абсолютно позорное голосование, вы нарисовали 83%. Если бы вы за эти поправки нарисовали 55%, что тоже было бы неправдой, но все равно многие бы из нас сказали, в принципе, это уже более-менее похоже, но вы нарисовали 82%. Вы выставили народ Осетии абсолютными кретинами. Я бы еще это проигнорировал, если бы в день... Если бы национальные праздники или вот национальные даты важные, такие как столетие геноцида остинского народа, отмечались не менее масштабными акциями, но вы даже палец о палец не ударили. Власти Осетии посчитали важным для себя проигнорировать столетие геноцида и отметить, еще раз повторюсь, конным пробегом поправки в Конституцию. Вы можете зайти в любой паблик, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и почитать там комментарии. И люди, которые даже абсолютно лояльны к властям, в том числе и к властям республиканским, они просто говорят о том, что это позор. Зачем нам так надо было унижаться? Все, вы сделали это голосование. Все, прошли мимо, мы прошли этот позор, да, но зачем надо было этот позор фиксировать вот таким образом? В то время как, опять же повторюсь, важные национальные даты властями Осетии и Северной Осетии просто игнорируются. Поэтому я скажу от себя так. Очень часто нынешнее правительство Северной Осетии называют каким-то националистическим или национальным, я не знаю, разные люди есть. Вот я вам скажу, что это правительство к национальному никакого отношения не имеет. Это абсолютная номенклатура, для которой важны циферки, для которой важны отчитаться хорошо перед Кремлем, лишь бы не потерять свое место и не потерять свой бизнес. Но национальным там даже и не пахнет. Меня угнетает, что власти Осетии начинают республику превращать в такой цирк. Цирк с конями, в прямом смысле этого слова. Всего хорошего.